Дорогой сын, знай, что твое благословение близко и придет быстро. Словно дождь затопил вашу благословенную семью. Нет любви или плана сильнее моей любви или плана для тебя. Это может дать вам конкретные цели. Наполните себя покоем и превратите самые сложные ситуации в красивые. Я принесу тебе траву и воду. Принимайте свои благословения с верой, радостью и смирением. Не принимайте это как должное, потому что иногда это выглядит просто. В то время как другие ищут больше благословений, я предпочитаю быть смиренным, потому что я думаю, что у них большой потенциал. Открой глаза, моя дорогая, потому что грядут великие дела. Ищите моего слова, и вы обнаружите, что к вам придут благословения. Мои глаза ищут смирения. Моя душа жаждет жизни, полной любви и сострадания. Знай, что я выбрал тебя. И не сомневайтесь в этом. Ваша судьба записана в вечной книге от начала мира. Я следую за твоим путем своими любящими пальцами. Пришло время узнать, что я для вас приготовил. Приходи ко мне каждый день. У моего алтаря исповедуйтесь передо мной в своих сомнениях и неудачах и получите прощение. Вставай и готовься, время почти истекло, и вам предстоит важная работа. Я хочу использовать тебя, чтобы творить много чудес. Давайте начнем это путешествие вместе, потому что у тебя есть моя непоколебимая поддержка. Не забывай, что я люблю тебя. Тогда благодать небесная напишет твое имя. Вы можете задаться вопросом, почему в вашей жизни происходят определенные вещи. Верьте всем своим сердцем. Вас ждут трудные ситуации, будь то на небесах или на земле. Я даю вам одну неотвратимую заповедь – готовьтесь обильно. Мудрость природы и безупречные преимущества – это то, что нужно вам и вашей семье. Ваше божественное наследие не случайно. Еще до твоего рождения я любил тебя и приготовил для тебя много хорошего. Но главное, знай, что моя вечная любовь – самый драгоценный дар. Я люблю тебя, когда ты далеко. Я буду любить тебя, когда ты вернешься. Иногда ошибки, которые ты совершаешь, меня не беспокоят. Я не отвергну тебя из-за твоих грехов. Вы приходите ко мне с сердцем, полным покаяния и истины. Я понимаю твою любовь ко мне, я понимаю твое сердце и душу. Я ценю вашу честность, и никто не сможет меня обмануть. В отличие от других, которые до меня носили маски совершенства и невинности, ваше сердце сияет светом мира, свободного от осуждения и вины. Ты очень дружелюбен. Твои мысли чисты. Даже если вы упадете, будьте уверены и встаньте. Не указывайте другим, что делать. Никто в этом мире не имеет такого права. Если вы сохраняете такое отношение веры, будьте смиренными и будьте готовы слушать и учиться каждый день. Желаю вам много успехов в вашей работе. Я знаю, что твое желание не основано на материальных вещах. Вы ищете благословений и защиты для своей семьи. Я дам тебе это и многое другое. Я готов для тебя. Не бойтесь войти, когда дверь открыта. Пока вы слушаете, в духовном мире происходят удивительные чудеса, и в вашу жизнь приходят новые люди.
появятся беспрецедентные возможности. Благодаря вашей вере и терпению ситуации, которые поначалу кажутся трудностями, превратятся в благословение. Они принесут мир и гармонию в ваш дом. Но помни, что самое главное и чудесное благословение – это то, что ты моя вечная любовь. Поверьте, что у меня есть четкое решение всех ваших проблем. Приди ко мне, любовь моя, что вы ищете. Ты знаешь, что я люблю тебя, хотя иногда это может показаться далеким. Вы всегда испытываете глубокие эмоции. Я не люблю тебя, даже если кто-то шепчет мне, что ты неудачник. Но будь осторожен. Это неправда. Огонь все еще горит в твоем сердце. В вашем сердце есть сильное желание вернуться в эту семью, полную надежд и тревог. Не бойся, давайте посмотрим правде в глаза. Мы не знаем, что делать. Вы думаете, что уверены в себе, но вас ждет большое разочарование. Особенно от человека, которому ты доверяешь. Люди, кажется, забывают вас и идут дальше. Когда ты позвонил, я разозлился, потому что думал, что меня там нет. Но я обещаю, что всегда буду. Я никогда не оставлю тебя, я забочусь о тебе, я дам тебе много ответов и все ответы, которые тебе нужны. Даже если он не согласен. Вы почувствуете легкость на своих плечах. Это одна из наград для тех, кто признает свои ошибки и верит. Вернитесь к своей вере и перестаньте искать кого-то, кто научит вас хорошему. Я здесь. Мои слова – это жизнь. Красиво прими его в свое сердце. Тогда вы будете наполнены моим Святым Духом. Я твоя жизнь и твое счастье. Настоящее решение желания вашего сердца. Поверьте мне, многие благословения уже рядом. Вы можете это почувствовать. Вы можете увидеть этот мир. Но накорми свою душу моими словами. Не позволяйте сомнениям разрушить вашу веру. Подождите, это последнее предложение. Я вылечу все твои недуги. Если вы осмелитесь встать, из вашей жизни исчезнут проклятия, вина и болезненные воспоминания о прошлом. Твоя свобода близка. Сегодня эта ссылка будет неработающей. Счастье и великая радость придут к вам. Я совершаю чудесные чудеса хвалы для тебя. Уста твои наполнятся радостью, и душа твоя наполнится радостью. Все, что я скажу, будет правдой. Обязательно проверьте это сами. Все, что вам нужно, готово. Теперь позвольте моей силе достичь вашего тела, разума и сердца, чтобы благословить других и помочь нуждающимся. Исцели всю боль страстью. Откройте дверь своего сердца, когда вам плохо. Наполни меня спокойствием, что ты работаешь усердно, старательно, терпеливо и с энтузиазмом. Вас не волнует негативное и критическое мнение других. Настал день объявить победу. Добейтесь сотрудничества и успеха. Доверьте мне свой проект. Мы здесь, чтобы помочь вам. Радуйтесь предо мною. Я исполню твое желание. Позвоните мне, я вам отвечу. Хочу показать вам что-то интересное и удивительное. Доверься моему обещанию. Мы часто слышим, что все возможно тем, кто в нас верит. Я хочу услышать от вас. Скажи мне, что ты мне веришь.
Но нам также нужно работать. Я проснулся и решил отпустить истории и друзей, которые меня подвели. Если произойдет что-то серьезное, они не придут на помощь. Если вы потеряете уверенность, ваши активы станут бесполезными. Поверьте в мою искренность и непоколебимую решимость. Ищи меня всем своим сердцем утром, в полдень, вечером и перед сном. Поставьте свои нужды передо мной и верьте, что я дам вам все, что полезно для вашего роста и просветления. В вашей жизни произойдут красивые, великие, мощные и удивительные вещи. Я тебя люблю. Выражайте свою веру. Если вы чувствуете себя плохо сегодня, не делайте этого. Если вы чувствуете, что недостаточно сильны, я надеюсь, вы выслушаете, откройте свое сердце и примите прекрасное тепло, которое я предлагаю. Также найдите это время для отдыха. Я Творец творения, и я хочу говорить прямо с вашим сердцем. Шторм потряс вашу жизнь, сохраняйте спокойствие. Не беспокойтесь о том, что мир вас отвлекает. Неясные убеждения могут помешать вам увидеть в себе хорошее. Иногда вы чувствуете усталость. Но я обещаю, что ты можешь рассчитывать на мою силу, когда ты слаб. Если ваша вера будет соответствовать моей силе, вы не будете побеждены. Ваша новая сила не ослабит ваш дух. И преодолеть свои слабости. Вы можете уверенно заявить «Я сильный» и пройти свой путь к вершинам, которые вас ждут. Здесь сбываются ваши мечты. Сейчас настало время принять мою волю и позволить ей действовать в вашей жизни. Если хочешь летать, не сдерживайся, расправь крылья и лети высоко. Скука больше не ваш друг. Меня ждет благословение. С сегодняшнего дня твоя жизнь будет грустной и несчастной. У вас будет сильная вера и решимость на протяжении всей жизни. Когда каждое утро встает солнце, выбирайте счастье независимо от обстоятельств. И не распространяйте плохие новости. Или сотрите эту прекрасную улыбку со своего лица. Чтобы глаза были красивыми. Мальчик, помни, что ты – это я. Мой Святой Дух обитает внутри вас. Это позволяет вам выделиться из мира. С другой стороны, некоторые люди могут быть введены в заблуждение слухами и потерять надежду. Но у тебя есть моя особенная любовь. Ваша вера – это великая и сильная молитва, слова ваших уст. Выходи, сын мой, ты свободен и полон радости. Я поделюсь этими словами со своей семьей. Я тебя люблю. Ваше тело будет здоровым. Ваш дух будет восстановлен. Тогда жажда вашей души будет утолена. Враги будут приходить к вам каждый день и пытаться вас победить. Но сегодня, по моей милости, ты будешь упорствовать. Твои тяжелые дни закончились. Я люблю тебя, моя любовь преодолевает всякий страх. Посмотри на меня, любовь моя, потому что для меня нет ничего невозможного. Оно успокоило шторм, раздвинуло море и, казалось, сотворило чудо. Сегодня я успокою бурю внутри тебя. Это даст вам возможность преодолеть волны сомнений. Если вы обеспокоены, мы свяжемся с вами. Я послал ангелов защитить тебя. Развивайте силу, плывя против течения.
Небесные армии пойдут впереди вас и помогут вам в вашей битве. Я обещал тебе великое благословение. Ваши страхи и враги никогда не победят, потому что мы сильны. Дети мои, радуйтесь моему присутствию и не забывайте. Когда ты со мной, ты больше, чем победитель. Я хочу сообщить вам, что вчера вечером я ответил на ваши молитвы. Когда ваше сердце плачет, молитесь о мужестве, силе, мире и защите, чтобы противостоять жизненным трудностям. Я искал тебя. Теперь вы проснулись, полны энергии и готовы встретить новый день. Ваш дух больше не слаб и безнадежен. У вас хватит смелости сражаться с чемпионами, которые осмелятся бросить вам вызов. Где страх? Теперь у меня есть уверенность. Если раньше я был застенчивым, то теперь я стал смелым. Вчера вам, вероятно, хотелось подумать о боли, которую вы переживаете. Но сегодня вы сильны и готовы победить. Поскольку я вселил в вас горячее желание добиться успеха, вы должны встать и продолжать двигаться вперед. Верьте в свои силы, потому что не я привел тебя сюда. Но это дает вам возможность победить тысячи гигантов. На вашем пути могут встречаться препятствия и опасные препятствия, но помните, что для вас нет ничего, что было бы за пределами вашей досягаемости. Я брал это с собой на каждом этапе пути и никогда не сдавался. Я с тобой в борьбе, борьбе, борьбе. С моей силой и моей любовью ты одержишь более чем победу. Любой чемпион, который противостоит вам, проигрывает. Я дал тебе решимость и силу противостоять любым испытаниям. Ваша цель – устранить все препятствия на своем пути. Вы будете вести мирную, счастливую и удовлетворенную жизнь. В этот момент оставьте все свои беспокойства позади и сосредоточьтесь на мне. Это часть процесса. Укрепите свою веру в мои слова и наполните свое сердце моими обещаниями. Когда я в твоем сердце, твои страхи исчезают. Любой может победить и преодолеть любое испытание. Давайте встанем и двинемся вперед. Давайте бороться силой Святого Духа. Когда вы вступаете в бой, никто не сможет вас победить. Ты не слабый, а сильный. Его любовь и моя вера. Помните об этом. Все возможно тем, кто верит. Я тебя люблю. Так что не теряйте надежды. Потому что я здесь, чтобы поддержать тебя. Я сделаю все возможное, чтобы не отставать. Не расстраивайтесь из-за трудностей, которые вас ждут. Вы почувствуете силу подняться. Мужественно двигайтесь вперед, преодолевайте трудности и придерживайтесь своих убеждений. Я знаю, что ты выиграл. Поэтому ситуация, с которой вы столкнулись сегодня, не сможет вас контролировать. Не чувствуйте себя побежденным или стыдящимся. Послушай меня и будь добр. Если ваша вера сильна, вы станете свидетелем удивительных чудес. Мои слова имеют силу исцелить тело. Создайте семью и удовлетворите все свои потребности. Ваш стол полон вещей. Ваша семья будет полна счастья. Настоящий успех благословит вашу семью. Пожалуйста, со смирением и благодарностью примите мои благословения. Помните о тех, кто борется. Используйте свое богатство,
чтобы благословлять и помогать другим. Помогите бедным и посмотрите, как я открою врата рая. Наполните свой дом миром и счастьем. Мое истинное благословение – это единство и стабильность семьи. Здоровье и мудрость приносят счастье и новую жизнь. Я надеюсь, что люди, которые меня любят, поверят, что могут мне доверять и с нетерпением ждут светлого будущего. Вскоре у вас появится множество мечтаний, которые невозможно было осуществить. Всемогущий Бог, мы присматриваем за тобой, защищаем тебя и заботимся о тебе не только сегодня, но всегда с тобой. Но я сокращаю время, чтобы вы могли получить желаемые благословения и ответы. Изменения, происходящие вокруг вас, пойдут вам на пользу. Подготовьте свое сердце и разум. Откройте дверь своего дома и услышьте, как я иду. Не преусердствуйте и не жертвуйте своим здоровьем. Я всегда желаю вам всего наилучшего настоящего мира. Непоколебимая вера, мирная жизнь, свобода от мирских забот и мирских дел – все ушло. Вы ничего не приносите в этот мир. Вы ничего не скрываете от себя, кроме любви, которую дарите тому, кто любит вас. Ваши общие убеждения помогают. Обратитесь к нуждающимся. Ваша непоколебимая вера и верность – это активы, которые принесут вам истинные духовные награды. Ну, моя дорогая девочка, ты верна в мелочах, любовь моя. У меня для тебя великое благословение. Однажды я надену тебе на голову корону. У меня есть власть менять времена года и погоду. Передумайте и расставьте все на свои места. Поступая так, ты сможешь насладиться моими благословениями и избавиться от депрессии. Я стою у твоей двери и говорю: открой дверь, шуметь я хочу быть на твоем месте. Пусть ваша семья наполнится моим сладким миром. Все, что у вас ошибочно отняли, вернется к вам многократно. Будьте настойчивы и никогда не принимайте неудачу. Жизнь может догнать вас. Люди могут вас обмануть. Может быть, чтобы увидеть, как ты падаешь. Я твой великий Бог, с тобой и никогда не оставлю тебя. Благодаря моей милости, моей любви и силе, которую я вложил в ваше сердце, вы восстанете и станете доблестными воинами. Те, кто противостоит вам, оскорбляет вас и пытается победить вас, будут поражены тем, что я сделал через вас. Когда твои глаза откроются, ты увидишь, что я вывел тебя из пустыни. Как попасть в страну богатых, где цветут чудеса? Нужно пройти множество тестов. Но пришло время вашего прорыва. Мы исцелим вашу болезнь, освободим вас от рабства и дадим вам славную свободу. Держитесь за надежду, как за незаменимое сокровище. Так что поверьте мне на слово, потому что это ваш самый ценный актив. Не ведитесь на глупые твиты людей, которые вам завидуют. Когда они увидят меня окруженным благословениями, я дам им правильную возможность. Хорошая еда на столе, хорошее здоровье, плохое настроение, настоящая дружба, хорошая семейная жизнь. У вас будут большие мечты, сильная страсть к жизни, настойчивость и успех. Всегда помни, возраст не имеет значения. Не недооценивайте себя. Не используйте возраст как оправдание. Я сотворю для тебя великие чудеса, потому что люблю тебя.
Никто не сможет остановить мой план. У тебя есть моя непоколебимая поддержка, любовь и преданность. Нам нужно ваше сердце и преданность. Будьте готовы к новому естественному образу жизни. Я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя навсегда и больше ни о чем беспокоиться. Не беспокойтесь о вещах, которые вас беспокоят. Я готов услышать все ваши молитвы и направить вас. Даже в самые трудные времена жизни. Визуализируйте великую реку, текущую от моего трона. Эта река может смыть все ваши печали. Пусть ваша душа будет чиста, наполнена миром и спокойствием. Желаю вам веры, надежды и мира. Избавьтесь от бури мыслей, которые постоянно стучатся в двери вашего разума. Отпусти меня в угол, где прячутся болезненные воспоминания. Где бы ни была скорбь и боль, я твой Бог и Спаситель, я простил твои грехи. Не нужно сомневаться и винить себя. Если ты действительно любишь меня и доверяешь мне, не думай, что твои проблемы не будут решены. Я не хочу, чтобы вы жили в хаосе и боли. Я не хочу, чтобы ты прожил этот день, не набравшись смелости склонить голову и посмотреть на небо. Не волнуйся об этом дне. Да, я знаю, что ты живешь в мире боли. Но теперь тебя выбрали. Ты родился в правильном месте, и какой бы трудной ни была твоя жизнь, все это часть моего божественного плана. Сегодня день, чтобы повысить свою уверенность. Через что бы вы ни прошли, это смирит вас и принесет вам великую мудрость и благословение, которыми мы изольем вас. Если вы потеряете любовь к материальным вещам, исчезнут и финансовые проблемы. Ваша семья заслуживает лучшего. То же самое касается вашего здоровья и вашего будущего. И не забывайте любить себя так же сильно, как я люблю вас, и быть терпеливым и добрым. Не ждите от себя совершенства. Это только создает путаницу и путаницу. Не позволяй никому заставить тебя поверить, что ты лучше, чем есть на самом деле. Правда в том, что я не посвятил тебе свою жизнь. Не верьте слепо ложным друзьям, пока не подует ветер. Люди, которые поднимают вас, унижают, когда вам это нужно больше всего. Они будут смеяться над вашими проблемами. Я всегда и во всем виню тебя, поэтому ты начинаешь в это верить. Тогда ваша уверенность снова исчезнет. Не бойтесь оставаться в одиночестве. Прими мою любовь и подари мне свою чистую веру. Поверь мне, когда я говорю, что люблю тебя всем сердцем, как ребенка. Поверьте мне, вы не одиноки. Вы одержите победу даже в трудные времена. Я дам тебе все, что ты хочешь. Я подарю тебе здоровье, силу и выносливость. Не стесняйтесь, продолжайте. Не бойтесь любить себя. Не впускайте в свою жизнь неверных людей, не впускайте никого в свою жизнь. Я твой друг холодной ночи. Нам нужны слова ободрения, поддержки и решительного выслушивания, когда это необходимо. Приди ко мне от всей души, и я дам тебе то, что ты желаешь. Сядьте на колени. Я прошу вас не делать этого. Но ты любишь меня, так покажи мне свою преданность и верность. Поэтому внешний аудит мне не подходит. Я не слушаю никого, кто говорит, что любит меня. Но люди тайно собираются, чтобы причинить мне вред.
В ответ на его самую сильную молитву Иисус велел ему встать и сказал: «Благодаря твоей вере ты получил». Мораль этой истории ясна. Благодарность – ключ к успеху. Если вы благодарны, произойдут хорошие вещи. Отец, ты прав. Я благодарю вас за вашу верность и вашу постоянную любовь и милосердие. Я легко падаю, но сегодня решила встать и помолиться Господу. Я верю, что ты благословил меня многими хорошими вещами, которые необходимы для твоего великого богатства и славы. Я принимаю приглашение Иисуса и заявляю, что могу заполнить свое свободное время на этой неделе хорошими делами. Я молилась Господу, чтобы Он снял с меня напряжение страха и беспокойства. Освежает тех, кто устал ждать. Дайте им знать, что вы всегда рядом с ними. Придет здоровье, изобилие, новые возможности и Божьи благословения. Вселенная сейчас работает на вас. Это финансовое вознаграждение. Это слова Иисуса: «Я есть путь». Это истина. Это жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через меня. Во имя Иисуса. Сегодня я хочу сказать вам, что ваш рост, интеллект и семейный состав не соответствуют оружию, которое против вас используют. Не волнуйся, я помогу тебе снова. Помни, я человек и совершаю ошибки. Простите меня. И если вы первым делом проверите свой телефон утром, я дам вам лучший совет на следующий день. Письмо ты будешь блистать. Тогда твоя красота проснется, это для тебя, ничто не сможет ее остановить. Когда ты устал, я могу дать тебе необходимую силу. Когда ты подавлен, я могу дать тебе радость. Даже когда это кажется невозможным, ты можешь найти решение. Позвольте нам помочь вам узнать больше и принять более правильные решения. Но когда вы раскрываете это, Бог говорит вам не беспокоиться и быть благодарным за дар дня. Напротив, Его доброта и любовь обязательно последуют за нами. Вы находитесь под Его опекой до конца своей жизни. Я буду жить в доме. Псалом 22 часа 26 минут. Вселенная тянет за вас разными способами. На все ваши молитвы будет дан ответ. Это моя надежда и молитва. Вы вступили в эпоху бесконечной любви и богатства. Все будет идти по твоему образовательному плану. Дьявол не сможет помешать тебе быть тем, кем я тебя сделал. Распространять дезинформацию по миру. Стоп. Мне это нравится. Господь сказал: «Я могу помочь тебе». Не умрешь от меча, но поскольку ты поверишь в меня, ты будешь жить снова. Иисус Навин 1:9. Небесный Отец, Ты – Бог, способный творить бесконечные чудеса. Ответь на мои молитвы, Иисус, благослови меня, помоги мне и укрепи меня в это трудное время. Аминь. Как говорит ангел, кто-то скажет всем, что вы самый важный человек в их жизни. Что заставляет их улыбаться больше всего и не представлять жизни без тебя? Они думают, что влюбиться в тебя – это лучшее, что могло с ними случиться. Они ценят тебя, потому что ты красивая, честная и справедливая. Никто не переменит своего мнения о вас. Софония 3 часа 17 минут. Иегова, твой Бог, с тобой. Твой могущественный Искупитель будет радоваться о тебе. Он не наказывает тебя за свою любовь,
но Он любит петь с тобой. Я заявляю, что небеса не успокоятся, пока вы не будете полностью благословлены. Я устраню все проблемы из твоей жизни во имя Иисуса. Слава Богу, и да благословит Бог всех, кто это читает. Он был избран, чтобы разбогатеть через 3 месяца. Иеремия 33. Если вы согласны, я сегодня отправлю вашей семье $3. Через несколько часов вы будете улыбаться. Позвоните мне, и мы решим вашу проблему. И я собираюсь показать вам что-то сильное и могущественное, о существовании которого вы даже не подозревали. Нет, самый важный вопрос, я даю это. Господь ответил на вашу молитву. Сейчас полночь, и я собираюсь показать тебе чудо. Завтра утром это будет твой первый подарок. Не пропусти его сейчас. Я благодарю Бога за это. Господи, я должен поблагодарить Тебя. Спасибо за все, что Вы сделали, чтобы сделать мою жизнь лучше. Ваше милосердие теперь выше моего понимания. Если вы будете усердно молиться, вас приведут к нужному человеку. Когда вы начнете молиться у правильной двери и в правильном месте, вы начнете добиваться успеха. Спаситель сказал: «Теперь вам грустно, но поскольку мы можем встретиться снова, пусть ваши сердца будут счастливы, и никто не отнимет у вас радости вашей». Иоанна 16 часов 22 минуты. Бог изменит ваши обстоятельства. Его одобрение будет на вашей стороне и ваших близких. Там, где приходит беда, Бог быстро ее устраняет. Вы встретите нужных людей. Ваше здоровье улучшится. Двери, которые раньше были закрыты, теперь откроются. Ваши молитвы будут услышаны. Однако, похоже, выбора нет. Я могу найти способ. Пусть мои руки исцелят тебя. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы изменить мою жизнь. Пожалуйста, примите мой совет. Пожалуйста, помолитесь. На ваш вопрос будет дан ответ. Теперь я на твоей стороне, а не с тобой. Я уверен, что бывают моменты, когда ты чувствуешь себя заброшенным и заброшенным. Но я не мог не заметить тебя. Вы никогда не будете одни. Ты особенный для меня, и я люблю тебя. Когда Иегова сказал это, я заплакал. Вы добьетесь успеха в финансовом отношении. Я выиграю морально. Я выиграю морально. Я выиграю эмоционально. Мы выиграем физически. Давайте славить Бога даже посреди бури. Доверьтесь Господу в долине и следуйте Его примеру даже в темноте. Это вера. Обновлять экономика. Библия говорит в Филиппийцам 4, 6-7, но молитесь обо всем. Расскажите Богу о своих нуждах и поблагодарите Его за все. Бог создал тебя, ты прекрасна. Иисус отдал свою жизнь за тебя, ты любим. Убедитесь, что вы в надежных руках Бога. Это может помочь вам не оставаться в одиночестве. Бог с тобой. Когда возникли вопросы, мои опасения по поводу религии стали яснее. Я рад помочь. Мы готовы помочь вам всем, чем можем. Я вообще не люблю Бога. Поэтому я не могу гордиться своей любовью, но могу гордиться бесконечной любовью Бога ко мне.
Господи, благослови меня в любой ситуации. Для меня большая честь называть Тебя Богом, потому что Ты действительно этого хочешь. Это беспрецедентно и невероятно. Всемогущий Бог наш Бог. Ничто не сравнится с силой, с которой я сейчас сталкиваюсь. Забудьте все свои проблемы и заботы. Это последняя ночь, когда я плачу. Вы можете усилить свои слабости. Я могу восстановить ваше здоровье и дать новую жизнь тем частям, таким как я, которые пожертвовали так много любви и мира, чтобы жить. Иисус Христос сказал: «Верующий в Меня никогда не будет жаждать, и тот, кто примет Меня в свою жизнь, никогда не будет жаждать». Хоть ты и молишься в тайне, почему ты плачешь и спрашиваешь? Точно так же я буду спасать вас, исцелять вас и спасать вас. Желаю вам процветания перед вашими врагами. Помните Второзаконие 20:4 и все его связи. Небесный Отец, спасибо Тебе за этот прекрасный день и эту прекрасную жизнь. Иегова, Твой Бог, спасет тебя от Твоих врагов. Выиграйте с преимуществом в 29 миллисекунд. Это благословение. Будь хорошим ребенком. Сделайте это во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете ли вы выделить 10 минут из своего напряженного дня, чтобы послушать голос Бога? Дорогое мое дитя, дай Бог вам хорошей жизни. Всего за 1 месяц ваш умственный, физический, духовный и финансовый прогресс увеличится в 10 раз. Всегда помните, что ваши отношения с Иисусом – это лучшая любовь, которую вы когда-либо испытывали. Если вы верите тому, что говорят об Иисусе, посмотрите это видео. Давайте провозгласим призыв Иисуса громко и ясно. На самом деле не имеет значения, что происходит в мире. Я никогда не забуду, что каким-то образом мне открылась слава Божия. Господи, научи меня, как использовать правильные слова и правильный голос в нужное время. Я надеюсь, что я тоже смогу прожить жизнь, полную удовлетворения и радости. Мы хотим быть готовыми, даже если это не так. Вас ждут великие блага и вечное счастье. Я так сильно Тебя люблю, удивительные жизненные благословения, чудеса и жизненные перемены наполнят вас в ближайшие 3 дня. Следующее может вас удивить. Я внимательно слушаю, когда ты молишься. Скоро вы будете поражены моей добротой. Вы можете быть близки к получению прибыли, но вы не можете остановить ее. Получите благодать и приготовьтесь к чудесам. С Божьей помощью завтра ты получишь много денег. Так что тебе сегодня следует хорошо выспаться. Да благословит вас Бог обильно в 2024 году. Не волнуйтесь, ангелы доверяют вам. Даже если ваши враги посмеются над вами, Бог обратит свое лицо к вашим врагам и благословит вас. 2024 год. Дорогие миссионеры, я хотел бы начать с выражения своего обязательства отплатить за ваши усилия, веру и преданность делу. Знайте, что я отвечаю на ваши молитвы. Особенно, если вы честны. Я вас очень люблю. Его более глубокий смысл не нуждается в дальнейших пояснениях. Начните сегодня. Отпустите свои заботы. Я здесь, чтобы укрепить вашу веру. Тогда вы перестанете жить в страхе.
Давайте возьмемся за руки и победим. Сохранять спокойствие. Тогда покрой свою душу моей любовью. Погрузитесь в мой мир и знайте, что он есть и будет всегда. Не бойся, благословения приходят. Сейчас настало время двигаться дальше и преодолеть свои потери. Нет ничего невозможного. Произошло великое чудо. Ваши молитвы были услышаны. Не сомневайся, что я тебе дам. Что бы ты ни делал, твоя судьба в моих руках. Я хочу, чтобы вы знали, что я ценю каждый разговор с вами. Не стесняйтесь говорить со мной, молиться, доверять мне и делиться своими чувствами. Я слышал ваши молитвы вчера и сегодня утром. Я всегда благодарен за честность и надежду, скрывающиеся за вашими словами. Помните, горчичного зерна веры достаточно, чтобы донести ваши молитвы до небесного престола. Ваша судьба решается здесь. Шлю свою поддержку и любовь. Я знаю, чего ты хочешь, и хочу, чтобы ты был уверен. Знай, что я всегда в твоей жизни. Советую всем не бояться решать свои проблемы. И убедись, что я с ними. Не бойтесь угроз и не теряйте самообладание из-за неуверенности других. Несмотря на всю критику и насмешки, ты все равно веришь в меня. Поэтому я обещаю, что не оставлю тебя. Я спасу тебя от твоих врагов и сохраню твое психическое здоровье. Мое святое слово будет питать вашу душу и согласовывать ваши мечты и планы с моей волей. Не торопитесь с решениями и старайтесь угодить другим. Будьте терпеливы и молитвенно ищите моего руководства. Мы направим вас на правильный путь к успеху. Не думайте о неудаче, потому что я люблю тебя и хочу, чтобы люди были счастливы. Начните со своей семьи и молитесь за них. Тогда я использую свою силу, чтобы достичь всех. Устраните болезни, устраните бедность, устраните страдания, положите конец вражде и раздорам, восстановите прощение и гармонию. В вашей семье наступит мир. Будьте смелыми и поделитесь моей благодатью и верностью со своей семьей. Помогите им понять, что их благословения исходят от меня. Это не была судьба или совпадение. Поощряйте их ставить вас на первое место. Удачи вам и вашей семье, если вы хотите что-то изменить. Освети мой дом своим светом. Это убежище для нуждающихся. Место, где каждый входящий свободен от болезней и чувствует мое присутствие в своих сердцах. Чудеса случаются. Я глубоко надеюсь на тебя и на все, что тебе дорого. Даже если вы сейчас этого не видите и не понимаете, эта цель будет достигнута. Однако многие люди возлагают на вас большие надежды. Но я вижу это по-другому. Мои мысли о тебе прекрасны, и я благословлю тебя сверх твоих ожиданий. Так что продолжайте молиться. Посмотрите мои слова и услышьте мои мысли. Я хочу вести и направлять вас своим голосом, чтобы вы не ходили во тьме. Помните, мы предлагаем вам возможность обогатить вашу жизнь. Если вы последуете за мной и поверите тому, что я говорю, пусть мои благословения достигнут тебя. Кажется, проблема становится хуже. Дай мне немного времени, закройте глаза, послушайте меня и положите руки на голову. Очистите свой разум от всех проблем.
От моего престола текут реки воды моей живой. Смойте все свои тревоги. Вы можете быть окружены врагами, но я дам тебе покой и оставлю твою судьбу в своих руках. Ситуация, с которой они столкнулись сегодня, еще не закончилась. Мои слова исцелят ваше тело и вдохновят вашу душу. Вы подниметесь с постели отчаяния и почувствуете, как мой Святой Дух обнимает вас. Поднимите себя, чтобы избежать травм. Ваши враги знают, что я дал вам божественное благословение для завоевания мира. Мы сообщим о ваших целях и видении. С сегодняшнего дня вы увидите историю этой жизни с другой стороны. Вы больше не человек без мотивации и цели. Тревога не приходит в трудные времена. Дай мне боевые навыки. Не позволяйте чувству неудачи вернуться. Я с тобой, ты так счастлива. Используйте величайший дар, который я вам дал, чтобы быть добрым к другим. Спасибо людям, которые помогли нам достичь того, что мы имеем сегодня. Осознайте, что ваш разум не может достичь этой цели. Многие люди обратились к нам и открыли для нас двери и возможности. Он также защищает от скрытых опасностей, краж и болезней. Итак, мое дорогое дитя, я хочу, чтобы ты знала, как много я о тебе думаю. Я надеюсь, что у тебя все хорошо и ты принимаешь ту жизнь, которую я приготовил для тебя. Ваша вера и доверие ко мне трогают мое сердце. Я буду с тобой на каждом этапе пути. Я видел, как вы попали сюда, направляя свои шаги и приглашая людей в свою жизнь поделиться своими благословениями. Мне хотелось бы поделиться с вами своими дарами, навыками и благословениями. Найдите кого-нибудь, кто поддержит вас. Даже если это тот, кого ты никогда не встречал. Будьте самоотверженными, не ожидая ничего взамен. Потому что это путь к богатству. Нас уже многие поздравили. Ваша задача сейчас – выразить свою благодарность и стать инструментом вашей любви. Ты знаешь мое сердце и знаешь, что я могу это сделать. Помогите тем, кто занимает ваши мысли, и узнайте, как я могу помочь вам добиться успеха. Каждый раз, когда вы выражаете благодарность, я увеличиваю ваш подарок. Это чудесное качество, которое открывает врата рая, благословляет и восхваляет других, связано не только с успехом. Но это также приносит умственную и финансовую свободу. Я разрываю порочный круг долгов и создаю рабочее место и возможности, чтобы вы могли начать свой собственный бизнес. Ты будешь светом мудрости. Ведите других к источнику счастья. Во время вашего испытания помните инструменты, которые я дал вам, мое слово. Спасибо за вашу веру, молитвы и благодарения. Если вы их запомните, то сможете победить в хаотичном мире. Даже перед лицом трудностей, страхов и тревог можно обрести внутренний покой. Моя рука на тебе, и ты обретешь покой. Я заберу твои заботы и дам тебе мир Божий. Сделайте глубокий вдох. Наслаждайтесь этим новым ощущением. Возможно, у вас будет трудный день, но не дня без твоей любви. Могут быть проблемы, но у меня их никогда не было. Даже если ты один, я всегда буду любить и защищать тебя. Теперь послушайте, закройте глаза и произнесите эти слова.
Не бойтесь просить о расходных материалах, лечении, поддержке, знаниях и т.д. для достижения своих целей. Молитесь за семью и близких. Тяжелые времена приходят и уходят. Но мы все еще живем. Я недалеко, так что не кричи, чтобы привлечь мое внимание. Когда ты плачешь, я слышу твой голос, и я с тобой. Я услышу ваши молитвы и не оставлю вас в покое. Это оставляет после себя гнев и обиду. Поймите силу благодарности. Ваши молитвы для меня сильны и прекрасны. Я ответил тебе с любовью. Будьте терпеливы и примите это. Примите их с верой. И ожидайте благословений, которые приходят с благодарным сердцем. Я буду работать в сердцах ваших близких. Скажи им, как много они значат для тебя и твоя преданность мне. Это влияет на их жизнь. Ты луч света во тьме. Я здесь, чтобы защитить всех. Это касается и неверующих. Ты их любишь, мне этого достаточно. Я благословлю и защищу их. Они, наконец, поймут, что моя любовь спасет их. Однажды они скажут вам спасибо за ваши постоянные молитвы. Слезы проливаются, чтобы спасти тех, кто может вызвать бурю. Те, кто ищет меня, найдут в изобилии надежду и веру. Мало кто может принять неудачу и неопределенность. Даже если вы не отличаете добро от зла, вы будете сильны в бурю. Моя рука движется вперед. Не волнуйтесь, если у вас возникли проблемы. Или им не нравится, когда поставок недостаточно. Мужайтесь эти противоречия, держите меня за руку и помните истину, данную вам. Если вы действительно верите в то, что я говорю, держите голову высоко и без колебаний бросайтесь в бой. Я наполню вас смелостью и верой и приведу вас в великие места. Я решил проблему своими словами. Отвергните пустую угрозу. Узнай, кто ты сегодня. Скажите это вслух, я верю в это. Дорогой Бог, я доверяю тебе, прими меня как своего пастыря. Тогда вам ни в чем будет быть бедным. Даже если земля дрожит, вы сможете комфортно отдохнуть на спокойной воде в зеленой траве. Я изливаю божественный нектар в вашу душу и направляю вас на правильный путь. Я никогда не буду скучать по тебе, потому что я люблю тебя и всегда буду с тобой. Вы знаете это, и у вас сильная, непоколебимая вера, которая поднимает вас даже в самые мрачные времена. Твоя вера в меня пугает моих врагов до самых тяжелых сражений. Желаю, чтобы ваш стол был полон мира и вкусной еды. Мои повеления и советы укрепляют вас. Лицо твое засияет елеем Божьим. Доброта и доброта будут следовать за вами. Мои слова трогают твое сердце. Тогда ты будешь передо мной весь день. В это нетрудно поверить. Это требует смирения и простоты. Знайте свои пределы. Тогда я укреплю тебя. Если ты не можешь себе этого позволить, я буду защищать тебя, пока ты не достигнешь своей цели. Когда ты обеспокоен, я даю мир твоей душе. Ваш ум также будет стабилен. Вы можете быть окружены врагами, но вы не одиноки. Я всегда буду окружать тебя любовью и быть твоим щитом. Я также возьму свой меч и защищу тебя от зла этого мира.
Дай мне передохнуть, чтобы я мог идти уверенно с мягкой улыбкой. Люди увидят ваше сияющее лицо. Ты скажешь им: «Боже Вседержитель». Мой Небесный Отец любит меня, защищает меня и заботится обо мне. Ваша вера укрепится. Он упадет, и враги закричат в панике. Желаю, чтобы ваш стол был полон мира и вкусной еды. Мои повеления и советы укрепляют вас. Лицо твое засияет елеем Божьим. Мы будем вести вас дружелюбно и внимательно. Мы откроем ваши духовные глаза, и это приведет вас к новой жизни на природе. Великое чудо ждет тебя вдали от дома скорбей. Даже если ты об этом не просил. Я осыпаю вас благословениями из-за моей вечной и безусловной любви. Если ты оставишь меня сегодня, следуй за мной усердно и преданно. Никто не сможет отнять это у меня. Остерегайтесь отвлекающих факторов и сомнений. Враг пытается украсть вашу душу, но никто не может тронуть вас или вашу семью. Атаки врага призваны разрушить вашу веру и эмоциональную стабильность. Злые и завистливые люди не знают этой силы, но они проиграли. Я хочу поговорить с тобой напрямую. Хочу раскрыть вам секрет и поделиться с вами своими планами. Если вы хотите узнать обо мне больше, я буду рад помочь. Проведи время со мной утром, когда все спят. Молитесь и внимательно слушайте то, что я говорю каждый день. Я открою тебе свое сердце и отвечу разными способами. Позвоните нам, и мы ответим. Через сны и видения мы показываем вам великие и прекрасные вещи. Я воспитал тебя, чтобы ты видел чудеса. Откройте свое сердце и примите эти слова с верой. Тогда я окружу тебя множеством благословений. У меня много планов на тебя. План, который наполнит ваше сердце миром и радостью. Приглашаем вас присоединиться к нам в нашем путешествии. Это не имеет ничего общего с бегом. Это значит оставаться на правильном пути. Поверь мне, я надеюсь, что ты спокоен и силен. Постарайтесь не обращать внимания на окружающий мир. Оставайтесь с нами и ждите этого. Ваша судьба недалека и не вечна. Дни длинные, и вы можете чувствовать усталость. Но помни, ты старый. Ваши эмоции больше не будут управлять вашей жизнью. Видите ли, я хочу благословить вашу семью и проложить вам путь к тому, чтобы без страха смотреть в будущее. Враги будут побеждены, и враги будут побеждены. Это не гарантирует легкой жизни. Но я обещаю, что вера и силы никогда не покинут тебя. Наполните свое сердце радостью, зная, что победа неизбежна. Возьмите на себя обязательство исцелить свое тело. В вашем разуме появится ясность и сила. Я хочу разорвать цепи безнадежности и отчаяния, которые заставляют вас страдать и сомневаться в моих словах. Избегайте фальшивой дружбы, которая обрекает вас на неудачу. Все это время будет снято. Если ты послушаешься меня и будешь держаться моей любви, тебя ждут удивительные чудеса. Не уподобляйтесь тем, кто скитается по миру в поисках ложных обещаний богатства и временной славы. Они верят, что мое присутствие и моя сила привлекают тех, кто громко говорит о своей жизни. Но это неправда.
Они отказались меня слушать. Они не принимают меня таким, какой я есть. Они не хотят знать о тех, кто пришел в этот мир рабами и отдал свою жизнь на кресте. Но, дочь моя, ты открыла мне свое сердце. Я хочу сотворить с тобой чудо. Проявите свое смирение и отклоните предложение Варзира. Я здесь, чтобы помочь вам. Дай мне мир и мудрость. Не жди. Таким образом, жалобы и сомнения не подорвут вашу веру и счастье. Так что будьте справедливы. Я верю в тебя. Я доверяю тебе и терпеливо жду моих благословений. Я уверен, что все ваши желания сбудутся. Я знаю, что ты всегда доверяешь мне, и на все твои молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Обещаю новый сезон, много благословений и большое небо. Пусть благословения наполнят каждый уголок вашей жизни и наполнят вас и вашу семью миром и счастьем. Все это возможно для тех, кто верит в меня. Дети мои, помните, что вы тверды и терпеливы, подчиняясь моим словам, и терпеливо и без промедления ожидая благословений. Жизнь требует времени, чтобы построиться. Я думаю, что прошло около 9 месяцев с момента рождения. Семя должно попасть в плодородную почву. Оно ломается и меняется еще до того, как успевает лопнуть и вырасти. Ваши благословения драгоценны и могущественны. Но чтобы получить результат, нужны время и усилия. Я знаю, что ты понимаешь, и я не хочу, чтобы тебе было больно. Следите за расстоянием, двигаясь вперед. Пусть все будет так, как есть. Не бойтесь перемен. Это для вашей выгоды. Мы хотим, чтобы вы окружили себя людьми и ресурсами, которые поддерживают ваш рост. Собраться вместе, тогда никто не будет тебя бить, критиковать или осуждать. Потому что я буду твоим защитником. Дочь моя, пусть ты увидишь небесных людей вокруг себя своими духовными глазами. Пусть мой святой свет осветит ваш путь, позволит вам увидеть уничтожение ваших врагов и понять движение неба и земли. Скоро я объявлю о вашем великом свете. Мечта испытать рай на земле. Я могу переместить весь мир, чтобы благословить тебя. Потому что я знаю, что твоя вера в меня истинна и непоколебима. Ваша уверенность сильна. Каждый день я приношу вам новые сообщения. Каждый день это новый вызов. Но моя любовь к тебе никогда не изменится. Прежде чем мы перейдем к ежедневным заданиям, давайте взглянем на наказания и насмешки, которые они предлагают. Многие люди попытаются навязать вам свои эгоистичные взгляды. Они говорят, что любят тебя, но хотят этого от тебя. Они следуют строгим правилам, которые не соблюдаются. Они притворяются праведными и святыми и думают, что они лучше вас. В их глазах ты все равно преступник, что бы ты ни делал. Но я хочу твоей полной свободы. Сегодня вечером ты будешь спать спокойно, и мой Святой Дух будет говорить с тобой. Мы исцеляем ваше сердце и разум. Разорвите все цепи, которые связывают вас. Проснитесь утром, и вы будете свободны навсегда. Ваше счастье больше не зависит от того, что думают другие люди, а от того, кто вы есть. Мой умный, добрый, трудолюбивый и мужественный сын, ты наполнишься радостью, силой и непоколебимой верой.
Положись на меня в самые мрачные моменты, когда кто-то причиняет тебе боль или оскорбляет тебя. Когда все темнеет, кажется, что ничего не существует. Я надеюсь, что ты добьешься большего, потому что ты – это я. Не сидите в углу. Под этой крышей можно только оскорбляться, даже если я плачу, я люблю тебя. Я помогу тебе, прощу тебя и спасу тебя. Мы можем дать вам лучшее будущее. Мощные дары и способности приносят мир и радость. Будьте здоровы и отправляйтесь в хорошее место. Поднимите голову, вы принц или принцесса. Бог Отец Всемогущий защитит вас навсегда. Будь честен, сын мой. Дорогой, Отец, я верю тебе. Я держу в своих руках чудо твоего имени. Проблема, которую ты знаешь обо мне, будет решена. Твоя семья тоже будет удивлена. Когда ты публично критикуешь своих ненавистников, люди встают на колени. Вниз к вам извинения за боль, которую они причинили. Нет. Отвергая вас, они теряют возможность, которую вы ищете. Мы даем вам лучшую жизнь. Приведет к окружающей среде. Я поднимусь на более высокий уровень духовность. Место без раздоров и зависти. Настоящая любовь продолжается. Это дары и таланты, которые мы вам дали. Заслуги будут оценены. Все вы идите вперед и будьте счастливы. Не бойтесь успеха. Я говорю о том, чтобы быть в хорошей форме, трезвым, здоровым и здоровым. Моя вина ушла, моя печаль ушла. И там, где я живу, я видел Божьи чудеса. Это удивительно и красиво, и когда вы увидите это, вы поймете, что вся ваша тяжелая работа окупилась. Попросите свою семью довериться любящему их Богу, и они поймут, что вы правы. Они будут со слезами каяться в своих грехах против меня. Если вы помолитесь о мудрости и силе, они подумают, что вас обманули, и посмеются над вами. Но они увидят сильный ответ на мои молитвы и попросят прощения. Я выбрал тебя ради чего-то особенного. Будьте настоящим благословением для своей семьи и страны. Не гонитесь за богатством и славой, как те, кто зря тратит время, пытаясь получить одобрение других. Я готов на все, если смогу получить похвалу и признательность. У вас есть другой путь. Не наклоняйтесь, чтобы съесть пищу, которую вам дают. Вот мой трон – это то, чем вы являетесь. Благодаря вашей настойчивости и вере вы узнаете и увидите, что все наши обещания вам выполнены. Через тебя я буду творить чудеса. Но не ждите, что люди изменятся. Люби меня, когда я даю деньги и аплодирую. Тогда он всегда будет с тобой. Я приношу вам мир, мои чудеса в моих руках. Ну, дорогой, скажи мне, если хочешь. Вы сдали экзамен. Пришло время искать благословений. Вы достаточно пострадали и усвоили важный урок. Будьте смелыми во всем, что вы делаете, и вы столкнетесь с неожиданными трудностями. Это не твоя вина, а потому, что враг пытается вас потрясти, как ветер колышет пшеницу. Слезы горя падают на землю. Но будьте уверены и держите глаза открытыми, потому что земля дрогнула и выросли новые растения. Теперь вы можете это увидеть. Помните об этом.
В этом году урожай хороший. Это настоящее и великое благословение, что ваше сердце, которое вы считали мертвым, вернется к вам. Оно не принесет скуки, а обогатит вашу духовную жизнь. Они не страдают от стрессов и проблем. Сынок, я поставил тебя в такое положение. Я вас очень люблю. Ее непоколебимая вера действительно тронула мое сердце. Помните, что мы с вами, пока вы живете каждый день. Мое сердце и разум движутся от тьмы к свету, но мне нужна твоя вера. Вы начинаете новое путешествие, и пришло время отпустить прошлое. Примите с верой и получите благословения, которые я дал вам. Ваши испытания подготовили вас. Ваше время пришло. Сегодня я совершу удивительное чудо в вашей жизни и жизни ваших близких. Наконец, не стесняйтесь, поговорите со мной, докажите свою точку зрения, напишите это, скажи мне, что ты веришь в меня. Примите слова божественного утешения и ободрения, которые я приготовил для вас. Нечего грустить, когда дверь закрывается. Вскоре откроется еще одна дверь, и произойдут большие события. Знайте, что духовная битва в вашей жизни и вера ведется на небесах. Множество врагов пытаются помешать вашему развитию. Будь то снаружи или внутри, оно скрыто, даже если вы этого не знаете. Я пролью божественный свет на ваш путь, чтобы вести вас. Будьте смиренными и находите время для молитвы по пути. Таким образом, вы сможете узнать больше. Вы выиграете эту битву. Все препятствия на вашем пути будут устранены. Поймите, что тяжелая работа сама по себе не приведет к победе. Если вы отвергнете мои слова и откажетесь от своей веры, враг попытается вас разделить. Ты уйдешь. Жизнь будет полна благословений, мудрость и смирение сделают вашу семью процветающей. Успех ведет к улучшению во всех сферах жизни. Но мы должны пройти этот путь вместе. Подними свою руку. Готовы ли вы достичь вершины своей души, определить свою судьбу и изменить свою жизнь? Вас ждет много чудесного. Послушай меня сегодня, фундамент твоей жизни будет заложен. Пусть наши будущие поколения знают и служат нам. Каждый из них обладает уникальными талантами и навыками. Знание и желание учиться больше, чем доступно сегодня. Ваша семья не будет страдать от духовной нищеты, эмоциональное смятение и чувство вины. Примите то, что я открыл вам. Научитесь мечтать. Тогда я укреплю вашу веру, чтобы вы смогли преодолеть ее и получить сопутствующие ей благословения. С непоколебимой верой мы превратим ваши проблемы в благословение. Твоя печаль – твоя сила. Мы защитим вашу душу с бесконечной любовью. Надеюсь, ты сможешь почувствовать эти нежные объятия даже среди шума. Где бы вы ни находились, найдите время, чтобы по-настоящему принять этот дар. Это даст покой вашей душе и разуму. Это дает вам возможность контролировать свои внутренние эмоции. Текстовые сообщения могут вызвать у вас чувство смущения и усталости. Я чувствую, что у меня нет сил. Но опять же, поверьте мне, я здесь, все будет хорошо. Твоя жизнь продолжается, и это тоже должно пройти.
Ваше будущее запечатано Божьим помазанием. Ни один враг не сможет разрушить ваше благословение. Некоторые люди попытаются навлечь на вас неприятности, но я могу превратить любое сопротивление в благословение. Богатая альтернатива в выгодной цене может вылечить все недуги вашей семьи. У меня есть сила, и я хочу получить все чудеса, которые я обещал тебе. Я не человек. Я Бог, и я не могу лгать. Мои цели с тех пор не изменились. Это поможет вам. Он даст тебе вечную жизнь и направит тебя на путь праведности. Я – путь, истина, жизнь, твой выбор. Так дай мне свою любовь. Держитесь этой истины. Спаси нас от страданий этого мира. Я очень рад. Так что поверьте мне на слово. Вы больше не услышите угроз или угроз нарушить ваш покой. Ваш разум наполнен гневом, растерянностью и противоречивыми эмоциями. Они пытаются ввести вас в заблуждение. Я загнал тебя в ловушку вины. И отвлекись от правды о моей любви и моей жизни. Ты знаешь мою цель. Я знаю, что ты любишь меня. Вы не позволите никому выгнать вас оттуда, где вы сейчас находитесь. Вы будете окружены любовью и добротой, как никогда раньше. В жизни вы почувствуете много одиночества и жестокости. Но теперь я люблю тебя так сильно, что обнимаю тебя и утешаю божественной силой и ободрением. Я вижу твой страх. Я слышу крик твоего сердца, когда ты убегаешь от своих величайших страхов и проблем и зовешь моего всемогущего кота на немедленную помощь. Я понимаю тебя полностью. Этот вопрос очень важен для вас, и от вашего решения зависит многое. Вы можете подумать, что я сумасшедший и не хочу вам помогать. Говорю тебе, ты мне все еще нужен. Это большая ошибка. Те, кто верят в мои способности и ждут моих благословений, никогда не будут разочарованы. Если ты не хочешь жить, покажи свою веру, верь и служи всемогущему Богу. Кто сможет зажечь огонь Божьей любви в вашем сердце? Мы просим вашего понимания. Сдержи свое обещание, запомните эти слова, которые я вам скажу. Ваши враги могут ненавидеть вас и говорить, что вы не имеете права на жизнь. Но мы должны перестать их слушать. Я молюсь, чтобы ты скорее жил, был счастлив и снова получил мои благословения. Ваши обстоятельства изменятся. Ваша жизнь станет лучше, и ваши проблемы со временем разрешатся. Если вы до сих пор меня слушали, знайте, что это не случайно. Расскажи мне о своей вере. Твоя решимость выдержать все трудности и твоя бессмертная любовь ко мне изменят твое будущее. Текущая ситуация улучшится. Я вмешиваюсь в твою жизнь странным образом. Вскоре вы увидите своими глазами наглядное решение вашей нынешней проблемы. Теперь заявите о своей вере и приверженности и скажите «Я верю», так же, как вы говорите «Я люблю тебя».